Приоритетным направлением развития сельского хозяйства региона остается привлечение инвестиций. Впрочем, работа в этой сфере уже ведется и показывает хорошие результаты. Об этом говорят такие крупные инвестиционные проекты, как сад-гигант Ингушетии, агрохолдинг Сунжа, Муслим Экопродукт, молоко Ингушетии и птицекомплекс Южный. Если говорить об агрохолдинге Сунжа, то он расположился на 10 гектарах. Здесь уже высажены томаты 4 разных видов, и буквально через месяц аграрии планируют собрать первый урожай. Такие крупные объекты позволят в будущем создать благоприятные условия для привлечения новых инвестиций. Переоценить значимость этих объектов – это очень тяжело для нашей молодой процветающей республики. Это рабочие места. Вот на сегодняшний день на этих 10 гектарах работают более 150 человек. По окончанию проекта это будет в пределах 600-700 человек после полного завершения цикла строительства этого объекта. Теперь также можно назвать такой крупный инвестпроект, который у нас строится в сельском поселении Южное, который тоже обещает нам где-то в октябре, в ноябре дать первую продукцию. Тоже очень крупный проект стоимостью более 4 миллиардов, 4,8, по-моему, насколько я помню, миллиардов рублей, который будет поставляться продукция, будет в близлежащие регионы на первом этапе. И инвестор, по словам инвестора, мы часто беседуем, встречаемся с инвестором, который занимается вот этим комплексом. В дальнейшем будет, конечно, и за пределы страны реализовываться продукция. Агрокомплекс Сунжа планирует расширить территорию и довести ее до 50 гектаров. К выращиванию томатов добавят огурцы, перец, зелень и цветы. Открытие крупного комплекса позволило создать дополнительные рабочие места. Сейчас здесь работает свыше 150 человек из числа местных жителей. В основном это люди без опыта работы в сельском хозяйстве и профессиональных навыков. Их обучают и наставляют приглашенные специалисты, томатоводы. Наше производство находится в начальной стадии выращивания томатов. Буквально вот 3 недели назад мы установили растения в мат и теперь ведем уходные работы. Уходная работа заключается в удалении пасынка и подвязывании растения на нить. В данный момент наши молодые люди, они уже у нас овощеводы, навешивают крючок на добавочную голову. И затем девушки будут подвязывать ее и доводить до шпалеры. Потом идет приспускание, но это весь процесс занимает у нас почти 9 месяцев, 8-9 месяцев. Все это время мы будем собирать урожай. Первый урожай мы ожидаем, наверное, недельки 3-4. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2018 составил свыше 10 миллиардов рублей. При этом индекс производства продукции вырос на 9,7%. Такие положительные достижения отметил в ежегодном послании Народному собранию и глава региона, уделив отдельное внимание задачам, стоящим перед региональным Минсельхозом на 2019. Повышенное внимание Минсельхоза республики необходимо уделить реализации региональных проектов, разработанных в соответствии с майским указом президента Российской Федерации. Это региональный проект создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, который предусматривает грантовую поддержку крестьянским хозяйствам, предоставление субсидий сельхозпроизводителям. На это обращаю внимание. В республике также активно развивается и фермерское хозяйство. Оказывается помощь и поддержка как начинающим, так и семейным фермерам. Буквально 2 года назад на этом участке площадью в несколько соток практически ничего не было. На сегодняшний день, благодаря усердию семьи Арсельговых, земельный участок превратился в большое хозяйство, которое по праву можно назвать фермерским. Основное занятие – разведение крупнорогатого скота. Казахский белоголовый ажир. Буквально 6-7-месячный асид калмыцкий породец. Мамастне до халден садучмудис калмык породы духуч ачамбош хуч дикухуля охбала ошер перас связать царцани класс боби дулдан. По словам фермеров, в прошлом году власти республики оказали им помощь, выделив земли для посева яровых, но из-за сильной засухи получить ожидаемый урожай практически не удалось. Только в Карабулаке на сегодняшний день 44 фермерских хозяйства, в которых занимается растениеводством и животноводством. Львиная доля из
Охкар булаки фермериш хат исткашт. Ярмарка, беймехк ярмарка есть золотая осень. Ах Москве сбол хабеж на кахар. Большой поддержкой для фермеров, чтобы начать или расширить свое хозяйство, является грантовая госпрограмма, которая не первый год оказывается и ингушским фермерам. Для того, чтобы стимулировать частные фермерские хозяйства к расширению официальному оформлению, государством были предприняты меры по материальной поддержке. Заключается эта поддержка в выделении грантов на развитие сельского хозяйства, однако получить дотации могут далеко не все граждане. К слову, в этом году произошел ряд изменений в программе господдержки по линии Минсельхоза. Как и в прошлом году, и в этом году будет оказываться финансовая помощь нашим сельхозтоваропроизводителям. Это финансовая поддержка в форме грантовой поддержки для начинающих и семейных ферм. Это грантовая поддержка, так называемая несвязанная грантовая поддержка. Будет субсидии, вернее, это не грантовая поддержка, отдельно субсидии на несвязанную поддержку, на молоко, на животноводство. Фермеры уже сдают документы, уже мы начали освоение средств, которые поступили с федерального бюджета нам. Поэтому всяческая поддержка будет оказана. Такие программы очень значимы для многих начинающих фермеров. А если говорить об инвестиционных вложениях в республику, они не только развивают сельское хозяйство, но и обеспечивают местных жителей рабочими местами. Также за последние годы Министерством сельского хозяйства достигнут немалый результат. Если раньше обширные территории стояли заросшие сорняками, то сейчас в республике активно идет развитие крестьянско-фермерского и тепличного хозяйств. Светлана Томова, Магомед Шаухалов. Новости 24.